Депутаты городского собрания представителей говорили об установке памятника Архипу Осипову. Вице-спикер республиканского парламента Станислав Кисаев отметил, солдат Тенгинского полка не имеет отношения к Владикавказу. И тем более не стоит устанавливать монумент героя Кавказской войны в столице Северной Осетии. Говорили о другом памятнике, архитектурном. Осетинская церковь оказалась под угрозой. Западный склон холма, на котором стоит храм, разрушается. Священнослужители опасаются за судьбу культового сооружения. Как спасти Осетинскую церковь, попыталась выяснить Ирина Гукаева. Западный склон Осетинской горки начинает сползать. И до могилы куста осталось буквально 1,5 метра. Священнослужители обеспокоены. Одна из сторон холма, на котором стоит Осетинская церковь, разрушается. Началось это несколько лет назад. С проблемой пытались справиться сами, говорит настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Константин Джиоев. 2 года тому назад мы своими силами сделали сваи, пробурили 14 метров и сделали железобетонную конструкцию. Оползень остановился, но ненадолго. Сейчас в опасности захоронения, которые расположены в пантеоне Осетинской церкви. Под угрозой и само здание храма. Опасения, что западный склон Осетинской церкви может разрушиться, специалисты высказывали еще в 1989 году. Сегодня ситуация критическая. Под угрозой около десятка могил, которые находятся вдоль склона. Костахи Тагуров, Васу Абаев, Владимир Тхапсаев, Аксо Колиев и другие представители осетинской интеллигенции. Главное сейчас сохранить могилы предков. Ситуация обеспокоенные горожане, которые живут по соседству с историческим памятником. Последние 5 лет сильно на глазах разрушается все. На глазах. Прямо очень опасно там проходить даже. Мы уже обходим той стороной. Этой стороной уже никто не ходит. Очень опасно. Как будто наступишь, и все сползет под твоими ногами. Священнослужители показывают, тревогу вызывает и южный склон возвышенности. В советские годы здесь была построена стена. Для этого склон засыпали землей. Спустя время искусственное сооружение просело. Над проектом благоустройства территории храма и укрепления западного склона Осетинской горки сейчас работает группа специалистов. Особенность этого проекта будет заключаться в чем? Как совместить задачу спасения, сохранения некрополя и самой церкви, особенно колокольни, с решением еще функциональной задачи. Как выполнить задачу, повторяю, сохранения, и в то же время сделать некую такую, расширить слегка с западной стороны территорию вот этой площадки, и мало того, даже устроить смотровую площадку. Осетинская церковь – архитектурный и культурный памятник регионального значения. Это самое старинное здание во Владикавказе. В будущем году храму исполняется 200 лет. Как только проект будет готов, то мы будем обращаться с официальными письмами и к руководству республики, и к руководству города, ко всем тем людям, кому не безразлична судьба Осетинской церкви, с просьбой обратить внимание к этой проблеме. Как только проект реконструкции храма и благоустройства территории будет утвержден, начнутся работы, говорят специалисты. Медлить нельзя. Впереди сезон дождей, которые могут еще больше размыть грунт под храмом. Ирина Гукаева, Алан Суанов, Вести Алания.